Дом спортсменов, кузница чемпионов, обитель мотивации и высоких достижений. Как только не называли школу-интернат, а с недавних пор и колледж Олимпийского резерва имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. В этом году в школе исполняется 50 лет. Представьте, с 1971 года из этих вот ворот выпускались известные всему миру и всему Казахстану чемпионы. В следующие 15 минут мы расскажем вам, как жили и учились такие мастодонты мира спорта, как Серик Сапиев, Эльмира Сыздыкова, Дмитрий Карпов. Это передача «Арена». Меня зовут Динмухамед Амангазулов. Начинаем. Говоря о спортивной школе, в голову сразу приходит вопрос, а каких результатов добились воспитанники этого учреждения? Что ж, перечислять всех не будем, список очень длинный. Но скажем, что за период независимости страны 35 учащихся школы имени Героя Алии Молдагуловой приняли участие в 6-летних и 3 зимних Олимпийских играх. А за все время работы 9 человек получили звание «Заслуженный мастер спорта СССР и Республики Казахстан». 23 присвоили звание «Мастер спорта международного класса». На этом фоне звание «Мастер спорта» звучит второстепенно, но тем не менее его получили более 500 человек. Говоря о таких немаленьких цифрах, можно сразу понять, что школа имела и имеет статус одного из крупнейших спортивных учреждений страны. Детско-юношеское спортивное учреждение не просто так универсальное. Школа может похвастаться учебным корпусом для проведения теоретических занятий. Это 2 компьютерных класса и 19 учебных кабинетов. Здесь школьники изучают фотосинтез на биологии, выучивают законы Ньютона на физике и узнают историю страны и мира. Преподаватели здесь, кстати, тоже занимаются спортом. К примеру, Ирбулат Нурмагалиев ходит на плавание. Он работает в интернате уже 5 лет, и активный образ жизни наставников должен быть примером для детей, говорит учитель истории. По истечении такого большого срока данное учебное заведение воспитало огромное количество воспитанников, спортсменов, которые показывают очень высокие достижения на мировых первенствах, на чемпионате мира, на Олимпийских играх. И как учитель истории мы понимаем, что благодаря обучению и преподаванию истории мы через историю нашего народа в них вкладываем патриотизм, чувство любви к родине, чтобы когда у них на таких вот первенствах, на соревнованиях у них патриотизм им давал дополнительную мотивацию и силу. В данном учебном заведении дети, мне кажется, они более взрослые, осознанные, они более трудолюбивые, потому что в спорте нету места слабости, нету места лени. Каждый ученик здесь очень понимает, что чтобы достичь определенных целей, нужно пройти путь через слезы, может быть, через пот, через кровь, и тогда вот можем достичь определенных достижений. И наши дети, я думаю, в этом очень отличаются от других детей. Сегодня в школе учатся порядка 400 детей со всех районов и городов области. Чтобы создать комфортные условия для учащихся, в интернате есть общежитие. Сейчас в нем проживают порядка 300 человек. Именно здесь начиналось каждое утро олимпийского чемпиона, легенды казахстанского бокса Серика Сапиева. Он жил и учился здесь примерно в начале 2000-х. Конечно, тогда комнаты так не выглядели, все-таки здесь каждый год проводится текущий ремонт. Все условия предусмотрены для молодых спортсменов, то есть им предоставлены хорошие кровати, новая мебель, интернет. В каждой комнате даже предусмотрен свой санузел. Мало кто удивится, но интернат – одна из кузнец карагандинского бокса. Когда-то здесь готовили таких олимпийских чемпионов и обладателей Кубка мира, как Игорь Ружников, Аркадий Топаев, Серик Елеев и многих других.
были у этих спортсменов как взлеты, так и падения. Но если бы не поддержка наставников, кто бы сейчас представлял элиту мира бокса, вообразить тяжело. Заслуженного тренера Саина Артаева можно назвать ветераном этого вида спорта. Мудрости и опыта у дедушки хоть отбавляй, ведь он работал в этой школе с самого его основания. За 50 лет Артаев успел воспитать немало чемпионов. Эта школа открылась ради тех, кто хочет посвятить свою жизнь спорту. Все мы начинали в этом зале. Многие выдающиеся боксеры делали свои первые шаги именно здесь. Первый чемпионат Советского Союза среди юношей Берик Нурмагомедов занимался и учился здесь. База учреждения развивалась без остановки. Также здесь воспитывались мастера спорта как СССР, так и Казахстана. Помню бой Серика Елеуова в Буэнос-Айресе. На мне сейчас футболка с этого чемпионата. Примерно в то время пришел и Серик Сапиев. Он был совсем молодым, только 9 класс окончил. Как закончил 11 класс, стал чемпионом Казахстана среди юниоров. Ну, потом вы сами знаете. В целом бокс сейчас хорошо развивается. Раньше методы тренировок были разные. Кто-то опирался на грубую силу и выносливость, а кто-то уделял больше времени технике. Сейчас же молодые тренеры на опыте бывалых спортсменов поняли, что важно и то, и другое. Нужно уметь двигаться быстро, иметь хорошую силу, но при этом соблюдать технику. Опытный тренер прокомментировал и последнюю Олимпиаду в Токио. По словам Саина Артаева, главной причиной неудачи боксеров является коронавирус. Сбитый режим и карантинные ограничения стали преградой к победе. Вообще в Казахстане бокс всегда считался номер один. Потому что на всех Олимпийских играх, которые прошли, раньше Казахстан всегда привозил 2-3 олимпийские золота, потом призеры, и командное первенство место было. Даже впереди кубинцев были. Был такой момент. Это бывает, конечно. Сейчас и спад может быть небольшой, может быть, допустим, какой-то момент. Допустим, в этом году спад. Это как-то тоже закономерно. Где-то подъем был, спад. Но бокс все равно, он держит на уровне. Во время съемки на тренировках можно было встретить разных молодых, но уже прославившихся на мировой арене боксеров. Среди них Ислам Советов. 14 тренировок, это в день по 2 тренировки. Тренирует меня Дюсимбеков Дархан. Первый тренер был Дюсимбеков Кайыржан, это его отец. Сейчас у него тренируется Дюсимбекова Дархана. 50 лет – это большой праздник для любого спортсмена, учащего в этой школе. В будущем вообще планируется чемпионом Олимпиады становиться. Дальше больше, как говорится, будем готовиться, будем настраиваться. Среди выпускников школы и сами тренеры. Бекижан Рахмбеков 20 лет учит спортсменов в греко-римской борьбе. За это время он воспитал 3 призеров чемпионата мира, 4 чемпиона Азии, 20 призеров чемпионата Казахстана, 10 мастеров спорта и 2 мастера спорта международного класса. Греко-римская борьба в нашей стране развита отлично. Этим видом спорта занимались наши предки. Сегодня есть много хороших спортсменов. Я считаю, что юбилей школы будет мотивировать детей на достижение новых вершин. Как мы отмечали ранее, на турнирах бывают как взлеты, так и падения. Кандидат в мастера спорта Алихан Кусаинов участвовал в этом году на чемпионате мира по вольной борьбе, но, к сожалению, завоевал 5-е место. Однако спортсмен не отчаивается и готовится к новым соревнованиям. Проигрыш на мире – это для меня ничего не значит. Это большой опыт для меня. На этом я не останавливаюсь. Большие победы еще впереди. За 5 лет я стал 3-кратным чемпионом Казахстана. Это за то время, которое я здесь учился. Этот интернат мне очень помог. Здесь все есть для того, чтобы стать чемпионом. 5-разовое питание, режим. Все, что нужно, у нас есть. А рацион питания детей здесь по-настоящему чемпионский. Затем, чтобы спортсмены были сыты, следят диетологи. Меню обширное. Это 2 завтрака, обед, полдник и ужин. Ни одна трапеза не пройдет без внимания специалистов. Это нужно для того, чтобы чемпионы быстрее восстанавливались после тренировок и соревнований. Питание у нас натуральное. Неделю 1 раз у нас питается семгой. Калория 4900.
Работаем по приказу министра спорта и культуры, по 107 приказу от 22 ноября 2014 года. Да, у нас расписано, у нас перспективное меню, она расписана осень, весна, лето. Через каждые 10 дней. У нас продукция не повторяется, у нас разнообразие. 10 дней, один раз по 4 калории, по 4500. У нас все совпадает, сходится. У нас энергетичная более, чем в других столовых продукция. Каждый уголок этой школы буквально пропитан мотивацией к занятию спорту. К примеру, эти фотографии и картины. Меня лично привлекла эта фотография. Здесь запечатлен момент финального боя Серика Нуртазова в Европе в 1983 году. Глядя на нее, можно буквально зарядиться энергией. Сейчас спортшкола продолжает расширяться и развиваться. К примеру, в сентябре открылся зал для занятий борьбой казахша-курес. Национальным видом спорта здесь занимаются уже 13 человек. Биыл біздің енді спорт интернатымызға 50 жыл. Вот и исполнилось нашей школе 50 лет. Много спортсменов окончили ее. В советское время можно было услышать имена Серика Алшынбаева, Амангельды Жапарова и других. После обретения независимости известными стали Серик Сапиев, Эльмира Сыздыкова, Дмитрий Карпов, Серик Елеов. Все стали чемпионами с большой буквы. Колледж в нашем интернате появился совсем недавно, в 2018 году. В следующем году будем провожать наших первых выпускников. Всего мы обучаем детей по 15 видам спорта. Все считаются как олимпийские виды спорта. Дополнительно у нас есть 160 спортсменов в Темиртау. Там расположен наш филиал. Раньше по всему Казахстану было всего 2 спорт-интерната. Один наш и алматинский. Сейчас ситуация получше. После обретения независимости такие учреждения построили во всех областях. Празднование 50-летия школы прошло лишь скромными поздравлениями. Увы, но карантин не позволил в этом году отпраздновать этот день как полагается. Полувековой возраст учреждения руководство планирует отпраздновать в следующем году. В этот день как раз получат дипломы и первые выпускники колледжа. С вами была передача «Арена». Меня зовут Мухаммед Амангазулов. До скорой встречи.